Испытано на себе. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. В эфире передача «Испытано на себе». И сейчас я нахожусь в поселке Сыдыбыл Вилюйского улуса. Рядом со мной находится Семен Томский. Он кузнец. Семен, приветствую. Ну, Семен, наверное, вначале расскажи про те изделия, которые ты делаешь. Ну, в основном я делаю ножи якутские, батыя, пешня, ножницы, хомус, брелки. Это брелок, вот ножны из капы березы, вот, дамасский сталь. Это по канону. То есть с учетом всех традиций, да, изготовлено? Это из крицы, железо, сталь. Вот тут инкрустация. Эта сталь чем отличается? В чем ее особенность? Ну, это наша местная сталь, вилюйская. То есть вы добываете руду? Руду, да. Вот. Угу. Эта ножница заняла 3-е место в республике. Вот. Все от начала до конца изготовлено твоими руками, да? Ага. Супер. Это батыя. Косторезная работа. Ты по кости тоже занимаешься, да? Ага. Вообще красота. Это кость какая? Ну, это Сахатова, это оленя. И тут чубуку, горный баран. И это ковка художественная, тоже композиция, посвящена нашим кузнецам. Ну, это уже руда. Это руда, которую здесь добывают, да? Ага. И ты, получается, берешь руду и сам все обрабатываешь? Ага. И получаем вот такое кричное железо. Болгур называется по-якутски. Сколько времени проходит от того, как попадает в руки руда и потом... Работы много. Много дней. Много дней, да? И из этого крицы вот куется вот такая заготовка. Ну, из этого можно уже все. Нож, хомус, и художественную ковку. Все можно делать. Друзья, ну на самом деле прекрасные изделия, которые изготавливает Семен. Я думаю, мы не зря сегодня приехали именно к нему. И, Семен, с чего начать мне? Я никогда ничего не ковал. И что мы будем сегодня изготавливать? Ну, сегодня мы будем ковать нож из стали 6х2. Заготовку Отлично. Будем делать. Давай приступим? Давай. Ты даже зажигаешь, получается, печь Огниво. с помощью огнива. Получается, сейчас ты кладешь уголь и подаешь туда воздух, да? Ага. Это как доменная печь, да, получается? Ага, поддув. Поддув.
Друзья, издревле кузнецы очень почитались, были очень уважаемыми людьми. Они сравнивались с шаманами практически, с аюнами. И поэтому кузнечное дело издревле считалось неким таким святым обрядом. И сейчас мы с Семеном, да, это получается перед каждой работой нужно, конечно, сделать этот традиционный ритуал. Друзья, хотелось бы рассказать, почему используются именно оладьи и конский волос. Издревле самое ценное, что было, допустим, у семьи, это, конечно же, хлеб, потому что пшеница выращивалась в очень суровых условиях и уходило очень много труда, чтобы получить лепешку хлеба, получить оладьи. И поэтому в дар божеству отдается самое ценное, то есть оладьи. А почему конский волос? Потому что народ Саха издревле является скотоводами, и поэтому самое почитаемое животное это, конечно же, конь, лошади, и поэтому используется конский волос. Сейчас ложим заготовку. Ждем. А вообще, как ты понимаешь, что заготовка готова? Она раскаливается до красна? По свету, да. По цвету, да? Ага. По свету, по яркости. Примерно сколько времени уходит на то, чтобы раскалить металл? Ну, наверное, 3, 4 или 5 минут В среднем, да? в среднем. Скажи, а вот эти печи, они... Это стандарт какой-то, да? И ты сам ее делал? Ага, Печь? сам. Или, в принципе, тут, я смотрю, там внутри кирпичи, да, находятся? Ага. То есть это самое главное, да? Ага. Нет, поддув. Поддув? Ага. Тут идет труба. Угу. Вот. И там вот дырки. И подается воздух через них, да? В общем, самая главная цель это дать максимальную температуру Да. для раскаливания металла. Вот уже. Сперва я вам покажу, как делается, да? Потом вы. Обратно в печь. Семен, а какого размера планируешь сделать нож? Ну, 13 или 14 сантиметров. Угу. Клинок. Получается, толщина вот этого прута это достаточно для изготовления клинка. Ага. Так, сейчас будет моя очередь, да? Надо вниз, да, или вот так на весу немножко держать? А, ну, пускай лежит так. А? Вот так нормально? Ага. Нормально. Крутить не надо, да? Шашлык. Это я кулинар. Друзья, сейчас я попробую повторить за Семеном. Я видел, что он делал это очень быстро. Так. И придаем форму, бьем по... Переворачивай. Еще? Ага. Пока не остынет, да? Да. Так. Ой. Это не брак? Плохо, да? Нормально. Нормально? Все. Так. Теперь обратно, да? Ага. Слушай, это, надеюсь, не заказ чей-то, да? То есть Нет. это чисто для съемок. Я всегда переживаю, потому что я все-таки новичок. Иногда, ну вот мы недавно делали пластиковую емкость, мне сказали, что это заказ. Я так переживал, потому что такой шов такой, ну, как бы прочный, но такой не очень красивый. А в итоге, оказывается, они просто сделали емкость и потом, в принципе, ну, кто купит, тот купит. А ты когда начал заниматься кузнечным делом? 3 года. 3 года занимаешься? 3 года занимаешься и такие вещи делаешь уже?
Сейчас уже появляется очертание ножа. Очертания, да? Вот. Так, сейчас будем ковать хвостовик. Хвостовик — это та часть ножа, которая заходит в рукоятку, да? Ага. Тура называется, по-якутски тура. Тура-то. Тура, ты носок тут. Скажи, а ты работаешь также на заказ, да? То есть какое было самое необычное изделие, которое ты ковал? Дамаск и это из киричного железа. То есть ты сам делаешь даже дамасскую сталь? Ага. Дамасская сталь делается из огромного количества слоев, да? Правильно? Ага. И из разной Из стали. из разной стали. Так, я буду, главное, приложить к Ага. и держать. Хорошо. Ага. Все понял. Вообще надо сказать, что когда в руках держишь молот кузнечный, то есть сразу понимаешь, что здесь очень большую роль играет опыт, потому что, во-первых, нужно, наверное, слиться, да, с молотом. То есть ты должен быть как единое целое, чтобы очень четко, точно придавать форму клинку. Вообще изделию любому. Так, сейчас Семен покажет, где поставить. Вот здесь. Так, где? Так, Вот так. Сюда. Да. так, так, стоп, держу. Правильно? Когда ты сказал, нужно отрезать заготовку, я подумал, мы будем использовать болгарку. Но не тут-то было. Вот такой инструмент, обратите внимание, как маленький топорик. А называется он? Испытано на себе. Разгонку надо сделать. Вот до сюда. Вот сюда, потом поворачиваешь. Вот так. Понял? Угу. Это еще надо накалить, да? Ударяя только с двух сторон, да? Ага. И получается, мы его будем растягивать. А сам металл, я смотрю, это заготовки, это специальные кузнечные, да, заготовки? Ага. Бах для ножей. А где приобретаешь металл? С Якутска. В Якутске, да? Осторожно. Можно поближе, да? Да. Там, так? Остыло, да? Сейчас покажу. Огромную роль, по-моему, еще играет скорость, да? То есть самое главное не дать металлу остыть. Куй железо пока. Да, куй железо, пока горячо, точно. А до того, как ты стал заниматься кузнечным делом, чем занимался? Я преподаватель Ага. в художественной школе в Вилюйске. Ты сейчас продолжаешь работать учителем? Да, изгоняю. Сейчас спуск будем ковать. Спуск лезвий. Да, кстати, сейчас за кадром был голос Александра Дьяконова, это член
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мы, кстати, находимся в Вилюйском, Верхневилюйском улусе по работе с памятниками по Великой Отечественной войне. И, конечно же, очень повезло, что мы сегодня в гостях у Семена, то есть еще познакомимся с кузнечным делом. Так вот, Александр сейчас говорил, что почему кузнецы издревле, они сравнивались, практически ставились в один ряд вместе с шаманами, то есть, да, потому что звон молота об заготовки, об металл, да, об наковальню, то есть он, в принципе, отгонял злых духов по такому же принципу, как, допустим, звенят те же, допустим, православные колокола и, например, китайские колокольчики, да, которые развиваются на ветру. То есть это все делается для того, чтобы отогнать злых духов. Так можно еще делать. Зум. Это я не смогу сделать. Слушай, интересно, что себе? Ну, это для того, чтобы при ковке спуска не повело в сторону обуха. То есть будем ковать спуск, и она выпрямится. Ага. Сейчас Семен показывает, как нужно ковать спуски. Мы видим, что заготовка она была такая, как серпообразная. Сейчас при ковке она потихоньку выпрямляется. Ты ударяешь молотом и немного как бы по касательной, да? По касательной бьешь, да? Ага, ага. Так, с какой стороны я бью? Вот с этой. Это выключаю. Вот с этой, да? Ага. О, она. Ага. Прямо так, да? Вау, вау, вау. Вылетел. Здесь? Переворачиваю. Ага. И туда, да? Так, это сложнее. Ну вот это сложнее, чем придавать форму. Семен, а ты закончил наше Якутское художественное училище? Намский. Намское педучилище. Педучилище. Именно как учитель. Учитель ИЗО и черчения. Я думаю, вопрос, который будет интересовать всех, что больше приносит денег, работа учителем или работа кузнецом? Когда как. По-разному, да? Все друг друга взаимозаменяет, да? Я, кстати, вот в фильмах, да, видел тех же, допустим, стоит большой кузнец с молотом, да, и тут, ну, поменьше, да, который сначала ударяет, так, он, то есть, показывает место, куда бить надо, да, а уже с большим молотом. Балтагыт называется. Это когда применяется? Для чего? Кыджагас уус үксүгөрөти балтагыттак болар. Бәтәк мап болар. Били угун кыджан. Старый кузнец обычно имеет учеников. Когда состарится, не может удерживать кузнечный молот. Ему помогают молодые помощники. Старица указывает, направляет, учит. Аны колобро кыджагас киһин уян берер бу. Колобро бидда уста ол онна хайда, манна хайда, тенне хайда. 290 көрдөрдө чак 390 аны курдукча элбах. Ник өретер. Что будем делать? Клеймо. Клеймо? А можешь показать само клеймо? Один точный удар должен быть, да? Семен поставил сейчас свое клеймо.
Получается, металл до тех пор, пока не закален, он достаточно пластичный, да? То есть его можно мягкий. подправить, мягкий. Ковки. Друзья, ну что, наша заготовка готова в рамках нашей передачи. И, в принципе, для того, чтобы осознать вообще самые основы кузнечного дела, я думаю, для первого раза достаточно. Вот заготовка, металл еще пластичный, то есть мы дальше уже идет процесс закаливания. Термоциклирование, термоцик- нормализация. Термообработка, да, металла до того, чтобы придать уже клинку заготовки уже твердость, да, твердость и уже далее, чтобы можно было сделать настоящий нож. Вот. В рамки нашей, не то что даже передачи, а рамки нашего пребывания в Вилюйске, к сожалению, не позволяют показать весь процесс, потому что я так понял, что чтобы сделать уже готовую заготовку, где-то нужно 4-5, около 5 часов. Вот. Но, тем не менее, мы вам покажем примерно, что должно получиться после того, как будет произведена термообработка. Вот это получается наша заготовка. После термообработки, После термообработки, после закалки. после закалки вот это, да, получается. И потом идет уже шлифовка, обработка на станке. Клинок становится вот таким. И, кстати, здесь Семен показал свою первую дамасскую сталь. То есть весь процесс изготовления дамасской стали, да, ты сделал сам. Все, обратите внимание, то есть это многослойный металл, разные металлы, да, там 356 слоев. Но это первый опыт, да, Семена. Семен, можешь открыть брелок? Сейчас попробуем его показать. Дамасская сталь, то, что я знаю про дамасскую сталь, это за счет того, что в ней сочетаются твердые и более мягкие металлы. За счет этого у него очень хорошие режущие свойства, да, и твердость. Правильно? Друзья, ну что, сейчас во время наших съемок, когда мы пришли, только познакомились с Семеном, он показал свои изделия, и меня очень заинтересовал именно вот якутский нож, сделанный по канонам. Сейчас Семен, я думаю, расскажет про каноны якутского ножа. Бу быгагы боллагана булыргы биһиги эбүгүлэр бит быгактарын көрөн музейге көрөн кинигелери хасыхан бу быгытын тахарбытым. Этот нож наших предков сделал, изучив книги, музейные экспонаты. Рукоятка у него из лиственницы, лезвие из местного материала с реки Вилюй, инкрустирован оловом. Ножны тоже по-старинному сделаны из ровдуги. Старинные ножи, найденные на раскопках, обычно бывают не плоские и широкие, особенно у нас в вилюйских улусах, а узкие и длинные с узкой ложбиной. А совсем в древности были и ножи без ложбины. Форма настоящая якутская такая, я считаю. Там было билден турар билинги бурдугти триллера хохуллади. Он вот именно. То былыргы бахо сайнан эти раскопкаттан да буллуттар эти көрдөхүнө маннык баллагар бабыл баттар. Onun balları o bulurgu bu hak denge körbete amnağını. Varta üçün manlık. Особенно bihenger. Biliyorlar. O manlık sinniges, ohun hinniges bulur. Onna manlık hinniges östak bulur. Orok oton otoy bulur даже üyehe soğuk bu haklarımya var bulallar bit. Oroktor üyehe soğuk kurduklar. Только bir kurdukuna manlık oğlunları östak bulundur. Вот. То bu hita tahata bulur gılı oton jinna haqa bu haqa manlık buluqtaq denet yaqbı mağarım. Хотелось бы поблагодарить Семена за, во-первых, очень, я бы сказал, волнительный опыт, потому что кузнечное дело для меня это было что-то такое недосягаемое, да, то есть, допустим, если вы живете в городе, то вряд ли у вас есть знакомый кузнец. Вот.
приехав в Вилюйский улус, я очень обрадовался, что именно по кузнечному делу у нас получится сделать сюжет. Поэтому, Семен, тебе огромное спасибо. Вам тоже. И вдвойне хотелось бы поблагодарить Семена за то, что он мне подарил эту заготовку. То есть мы, к сожалению, завтра уже уезжаем из Вилюйска, но, тем не менее, на память о поездке у меня будет вот такой вот кусочек от Вилюйской земли. Спасибо тебе еще раз большое. Спасибо. Такая вот канистра плоская, думаю, ты найдешь ей применение. Там еще солярка для трактора. Поэтому солярка, кстати, по-моему, зима там залита. Ну, ничего. Спасибо огромное тебе за отличный мастер-класс. Ну что, друзья, это был передача «Испытан на себе» на канале Якутия 24. Сегодня я испытал себя в роли кузнеца. До новых встреч в эфире. Пока. Испытано на себе.